Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. По традиции, последнюю передачу новостей мы посвящаем итогам года. И сегодня мы в кабинете главы администрации города Канаша Виталия Михайлова. Добрый день, Виталий Николаевич! Подводя итоги года, хочется вернуться в начало 2018 года. Помните свой первый рабочий день на посту главы администрации? Конечно, помню, как не помнить, 27 декабря прошлого года, конец года, поэтому приходилось осуществлять разведку боем, можно сказать. Надо дать должность, с населением сразу нашли общий контакт, а с коллективом знакомились по ходу работы. Получилось так, что вначале пришлось взяться за вопросы ЖКХ. Отчетливо помню 2 января, авария в микрорайоне Элеватор, люди сидят без тепла. При выезде на место некоторые бабушки чуть кулаками не кинулись, было и такое. Но тем не менее в течение суток мы эти проблемы все разрешили, и потом даже в ходе выборов это была самая движущая сила, которая показала, что как народ может благодарить, если действительно нужды населения брать во главу угла всех своих вопросов. Сегодня мы работаем, вы обратили уже внимание, наверное, что по городу в основном по пожеланиям и чаяниям наших горожан. Индустриальный парк. Мы знаем, что он вот-вот откроет свои двери бизнес-сообществу. И располагается он в Восточном микрорайоне. Наши телезрители интересуются, что там планируется. Этот вопрос действительно набил уже оскомину. Много населения задает вопрос, что за забор появился в микрорайоне Элеватора в чистом поле. На сегодняшний день могу сказать, что индустриальный парк создан для того, чтобы создать новые рабочие места для наших горожан, создать новые виды бизнеса. На сегодня у нас уже один резидент зарегистрирован в городе Канаш, правда, он не на территории индустриального парка. А вот буквально вчера было утверждены 2 заявки, направленные в Минэк России. Это компания «Аркто» и компания «Канпромтех», занимающиеся технологическим оборудованием и прокатом, которые тоже заявляют одно предприятие более 400 миллионов рублей вложений, с созданием 100 рабочих мест, второе предприятие 93 миллиона рублей, с созданием 40 рабочих мест. Но это только первые этапы их, заявляют они все-таки, что развитие будет дальше. Индустриальный парк представляет из себя площадку, полезная площадь от 20 до 29 гектаров там на сегодняшний день, полностью асфальтированные площадки для проезда большегрузных машин, свои внутриквартальные дороги, тротуары, освещение, подстанция, все водопроводные канализационные сети уже уложены. Городской парк культуры и отдыха люди увидели обновленным. Фонтаны, новая входная группа, площадки. И совсем недавно жители микрорайона БАМ начали радоваться фонарям, которые установили на протяжении всего пешего пути. Много ли средств понадобилось на эти цели? Частично финансировалось по программе комфортной городской среды, поэтому вы все обратили внимание, у нас появилась новая скейт-площадка на, получается, площадях старой танцплощадки, которая была заброшена и в уныние пришла. Появилась детская площадка новая, современная, и получился спортивный городок, который, мне надо отдать должное нашим горожанам, был востребован. Особенно мне импонировало то, что на волейбольной площадке вечером было очень много молодых людей, которые занимались волейболом. Как появилось освещение с машиностроителя до парка, в этом надо отдать должное нашим горожанам. Почему? Потому что вопрос озвучивался не раз, и даже был такой курьезный случай, пришли ко мне представители уже почтенного возраста, и вот эти милые женщины в стихотворной форме в виде песни выложили все эти проблемы, и скрытым текстом было как раз это освещение в парке. Поэтому мы откликнулись, порядка 490 тысяч рублей обошелся нам электрификация этой дорожки. Но, судя по отзывам населения, я думаю, мы попали в точку. Еще добавил бы, что и освещение самого парка мы привели в порядок, не оставив там темных уголков. Все это делается для того, чтобы наши горожане безопасно добирались до точки назначения. Вы уже отметили программу «Комфортная городская среда», одна из программ, которая наилучшим образом влияет на благоустройство города. Горожане охотно участвуют в инициативном бюджетировании. Каковы результаты работы в этой части? По результатам 2018 года я, конечно, от себя лично, от администрации хотел поблагодарить ответственных инициативных горожан, которые именно участвовали у нас в программе инициативного бюджетирования. В рамках этой программы мы
капитально отремонтировали улицу Красноармейцу, улицу Котовского, улицу Глинки, проезд к магазину «Фортуна», получается, сквер афганцев, вы все обратили на это внимание. Ну и появилась детская площадка по улице 30 лет Победы. Все это инициатива граждан была и бизнеса. Горожане у нас вносили 20% средств, остальное средства бюджета. По комфортной среде тоже вот это довольно-таки хорошая программа. Владимир Владимирович Путин вовремя ее запустил. Почему? Потому что действительно она нашла отклик в сердцах, и здесь действительно заложена вот та составляющая, когда население, вложив свою копеечку, начинает беречь свои родные дворы, свои родные близлежащие территории, малоархитектурные формы. Софинансирование населения составляло 3%, программа очень серьезная. Вот, например, взять, к примеру, дом 20 по Восточному микрорайону. В среднем по 2 миллиона один дом обходился. 20-й, 24-й дом, улица Канашская, 8 отремонтировали мы в этом году. Улица Канашская, 4, Богданов-Хмельницкого. Поэтому вот мне хотелось бы горожанам сказать, что программа работает и активнее участвовать в ней. Почему? Потому что здесь это вы сами под свой вкус и под свои требования можете привести свой двор в порядок с плечом, которое вам предоставит государство. Ежегодно, подводя итоги, мы говорим о проблемах жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня мне хочется задать вопрос несколько по-иному. Не будем говорить о проблемах, будем говорить о результатах. Какие вопросы жилищно-коммунального хозяйства в этом году удалось решить, какие успехи достигнуты? Ну, о проблемах в первую очередь, конечно, говорить нужно, и не надо их замалчивать. Есть они определенные проблемы в сфере ЖКХ, мы все испытали на себе, отключения воды у нас были, вы все это помните, выезжали как раз со съемками на место аварии. Ну, никуда не денешь, что 56 километров у нас сетей только водопроводных, которые до 90% уже в плачевном состоянии. Поэтому я вот приношу глубочайшие, может быть, извинения перед населением за те причиненные неудобства, но без этих неудобств не было бы реконструкции. То отключение, которое у нас было, это было предыстория того, что было заменено порядка 800 метров магистрального трубопровода, который, я думаю, больше как раз нас беспокоить этими вопросами не будет. Но по городу много таких участков, которые мы приводим в порядок на сегодняшний день. В рамках инвестпрограммы Канашского водоканала мы по улице Разина привели сети в порядок, это порядка 300 метров, 152 по инвестпрограмме, и предприятие вошло в раж, так сказать, и дальше пошло еще порядка 200 метров заменили. Сегодня вы обратили внимание, по улице Красноармейская идут земляные работы, мы тоже решили сделать задел в 2019 год, как раз идем по инвестпрограмме 2019 года, замена сетей, где у нас предусмотрены километр 600 метров замену сетей. Вот в этом году мы планируем 300 метров этих сетей заменить. В 2020 году мы попадем, я думаю, в программу «Чистая вода», потому что сегодня Минстрой Чувашии уже заверяет нас в этом. Там тоже проект порядка 47 миллионов рублей. Это по улице Ильича, замена водопроводных и канализационных сетей. По тем работам, которые по городу сделаны, вы, наверное, обратили внимание, что в городе стало светлее. Это в рамках энергосервисного контракта мы заменили уличное освещение всего города на энергосберегающие светодиодные светильники. Порядка 2056 светильников мы заменили. Нам еще предстоит немного заменить, порядка 250 светильников, но это мы сделаем уже своими силами. Мы в этом году ввели в эксплуатацию новую улицу освещения по улице Полевой, новую улицу по улице Канашской. Тем самым мы делаем определенный задел будущему автобусному сообщению по улице Канашской. Почему? Потому что это были требования ГИБДД о том, что должно быть освещение. Без этого никакого автобусного сообщения. Все эти вопросы жилищно-коммунального хозяйства все равно без плеча республики мы бы, конечно, не осуществили. Я бы хотел отметить, что главой республики был предоставлен грант городу Канашу. Один на 12,5 миллионов, другой на 2,5 миллионов рублей. В рамках этого гранта мы приобрели глубинные насосы для всех наших скважин. Это Высоковского и Бахтияровского подъема, водохранилища наши. Сегодня у нас нет ни одной пустующей скважины, везде новые насосы стоят с автоматикой для бесперебойной работы. Это первый задел. Потом в рамках этих же денег мы приобрели задвижки для того, чтобы вот нам целый город не отключать, чтобы это делать точечно, адресно. Поэтому мы эту работу тоже будем проводить. Были закуплены гидродинамическая машина для промывки канализационных сетей. Это очень было необходимо. Почему? Потому что тоже проблема есть. Сегодня предприятие спокойно, уже в плановом режиме занимается очисткой этих
забитых сетей. По горячей воде были вопросы тоже, поэтому вот силами нашего МОП ЖКХ как раз в этом году новые линии горячего водоснабжения построены. Это проспект Ленина 65, Карла Маркса 17 и Чкалова 16. Единственный вопрос там остался по проспекту Ленина 57, но я думаю, этот вопрос будет закрыт где-то порядка в июле, в августе следующего года. Почему? Потому что там вопрос стоит именно по внутренней разводке сетей. До дома уже горячая вода подведена. Ведется строительство детского садика на 240 мест. Это в микрорайоне Восточный, по улице Репина. Садик уже наполовину построен, стены возведены. Сейчас завершаем кровлю, завершаем окна. И я думаю, к сентябрю, к августу следующего года он распахнет дверь для своих первых детишек. Порядка 17 миллионов было освоено по ремонту 6-й школы в Восточном микрорайоне. В рамках ремонта мы заменили полностью систему теплоснабжения, водопроводные сети заменили не оставшиеся деревянные рамы на пластиковые окна, привели в порядок туалеты, гардеробную построили, часть первого этажа привели в порядок, новые душевые в спортзале построили. Все это на сэкономленные средства от первоначального аукциона. А второй этап? Второй этап планируется в будущем году. Деньги в бюджете и нашего города, и республики уже заложены. Это будет утепление школы, кровля, это будут приведены в надлежащий вид спортзалы и прилегающие территории. Было отремонтирован потолок, получается, школа номер 10, школа номер 7 была замена окон произведена, садик номер 15 был задействован тоже. Проезды были отремонтированы по улице машиностроителей. Была дорога проложена до тубдиспансера, это Роза Люксембург улица. Ну, вы обратили внимание, что 2 тротуара привели в порядок, это около медучилища и улица 30 лет Победы, начиная от магазина «Планета» до, получается, налоговой инспекции. В рамках опять этих же денег мы очень эффективно использовали деньги в этом году. Обратили вы внимание, появились новые мусорно-контейнерные площадки. Это мы их 6 штук на улице Кирова, на улице Московской 2 поставили, улица Разина, улица Карла Маркса, улица Чернышевская. За счет этих же денег были приобретены новые стеклянные автобусные остановки. Конечно, было очень интересно слышать отзывы населения, что разобьют, сломают. Все сразу предупреждают, что все автобусные остановки находятся под наблюдением камер, все выведены на пульт ГУВД, и поэтому это все по программе «Безопасный город», поэтому я думаю, эта работа будет продолжена и в будущем году. Огромное спасибо руководству республики вот за ту именно помощь адресную, именно в самых ключевых вопросах. И следующий вопрос. Второй месяц канашцы получают квитанции по вывозу твердокоммунальных отходов от общества с ограниченной ответственностью МВК «Экоцентр». Были двойные квитанции, за которые людям приходилось платить двойную плату. Каким вы видите решения, принятые по сбору твердокоммунальных отходов? Ну, сегодня решение одно. У нас определен единственный, получается, оператор, это МВК «Экоцентр», который и выписывает квитанции населению. 74 рубля на человека. Было много споров, было много, наверное, каких-то моментов, но никуда от этого не денешься. Сегодня это так оно есть и будет. Единственное, по двойным квитанциям вопрос мы сняли. МВК и Экоцентр всем сделать перерасчет. Это уже договоренности есть. Ну, теперь в порядке уже с АМАО сбора отходов. Мной рекомендован управляющим компаниям разработать уже порядок раздельного сбора отходов. Почему я это говорю? Потому что наши полигоны мусорные в основном, конечно, переполнены пластиковыми бутылками и отходами именно пластика. Вы обратили на это внимание. Первым этапом мы все-таки планируем начать сбор именно вот этого пластика. Бутылки пластика, потому что они очень объемные и занимают много места. В последующем, конечно, будем проработать варианты и по сбору бумаги, макулатуры, стекла и всего остального мусора, который можно пустить в дальнейший оборот. Переходим к здравоохранению. Ремонт межтерриториального медицинского центра. Он длился долго, неудобств доставил много, но результат, на мой взгляд, выше всех похвал. Расскажите нам, что нового появилось в наших поликлиниках? Ну, в первую очередь, ремонт затронул у нас
замену всех сетей водоснабжения. Получается, появилась в поликлинике горячая вода, о которой давно просили и, получается, медперсонал, и сами посетители обращались. У меня был ряд обращений в письменном виде. Сегодня эстетический облик изменился в поликлинике, вы обратили внимание, комфортные лестничные проемы. Получается, кабинеты уютные, медперсонал тоже. Все это, конечно, заслуга Министерства здравоохранения Чувашской Республики, потому что финансировали работу именно министерства. На будущее, что сегодня ведется тоже? По Янтикскому шоссе была старая стомат-поликлиника, вы все помните. Сегодня там ведется ремонт силами как раз межтерриториального центра. Порядка 1 600 000 рублей на это будет освоено. Это будет офис врача общей практики. Также запланирован на будущий год у нас реконструкция старого здания, получается, узловой больницы, где был расположен роддом. Там мы планируем стационар детской поликлиники. А сам стационар детской поликлиники? А сам стационар детской поликлиники пока только в стадии обсуждения. Мы планируем туда переместить кожвен-диспансер. Переходя на 2019 год, в целом какие программы будут в приоритете? Ну, я как уже повторил, что у нас мы будем достраивать садик на 240 мест. Также будет продолжен капитальный ремонт 6-й школы. Мы в этом году, благодаря поддержке депутатского корпуса, на ремонт школ заложили деньги тоже. Продолжим программу по энергосбережению. Сегодня она запущена во всех дошкольных и учреждениях среднего образовательного звена. Почему? Потому что есть такие маленькие хитрости. Мы меняем тариф на электроэнергию за счет того, что выполняем определенные технические условия. Будет проведена в дальнейшем тоже замена светильников на светодиодные. Кстати, они себя показали очень хорошей стороны. В городе мы имеем порядка 50% экономии по уличному освещению, не ограничивая себя в подаче электроэнергии в ночное время суток. Также будет реконструирована дорога по улице Фрунзе. Мы сегодня документы ждем со дня на день из экспертизы, и будет отремонтирована дорога, набившая уже оскомину, это на элеватор. Порядка 20-25 придомовых территорий мы будем асфальтировать в рамках Республиканского дорожного фонда выделенных денег. И комфортная среда, мы все-таки питаем надежду, что финансирование будет даже увеличено. Но есть хорошие проекты, где-то порядка 8, наверное, придомовых территорий мы тоже приведем в порядок. Надеемся, что будет продолжено финансирование нашего любимого парка. Как раз есть в планах, если действительно он найдет отклик как раз в соответствующих министерствах, что мы приведем в порядок дорожки, заасфальтируем по новой, где-то расширим. Виталий Николаевич, с каким настроением вы входите в Новый год и где будете отмечать новогодние праздники? Я считаю, что Новый год – это домашний праздник, буду праздновать его дома, в кругу семьи. Ну, настроение оптимистическое, планов громадье. Самое главное, что я вижу, что население мне в определенных вопросах помогает, где советом, где упреком, всякое бывает. Но я вижу понимание со стороны населения, это вселяет какую-то надежду и придает сил. Виталий Николаевич, спасибо большое за откровенный разговор. От имени руководства Канашской студии телевидения Владимира Тимофеева, от себя лично позвольте поздравить вас с Новым годом и Рождеством. Желаем дальнейших успехов. Я бы хотел поблагодарить довольно-таки слаженный коллектив Канашской студии телевидения с наступающим Новым годом, пожелать тоже творческих успехов. Но и, пользуясь случаем, не могу остаться в стране тоже. Хочу поздравить все-таки родных горожан. Дорогие канашцы, дорогие друзья, от всей души, от чистого сердца поздравляю вас с наступающим 2019 годом. В 2018 году мы все вместе сделали немало работы по благоустройству нашего родного города, для того, чтобы жизнь горожан стала немного лучше, краше, и в этом во многом, конечно, ваша заслуга тоже имеется. От чистого сердца хочется пожелать вам в наступающем году, чтобы в ваших семьях был достаток,
уют, тепло, чтобы ваши детишки вас радовали, чтобы вы, те, кто не имеет второй половины, в будущем году нашли эту вторую половину. Ну и самое главное, простого человеческого счастья. И давайте вместе, сообща, свой родной город выводить на новый уровень. Я в это верю. Давайте вместе любить свой родной город. И давайте вместе делать добрые дела для наших горожан. Я с огромным чувством гордости хочу поблагодарить, конечно, наших меценатов, которые даже предновогодние праздники провели очень много хороших мероприятий с кучей сладких подарков для той части населения, которая немного у нас сегодня обделена. Огромное им за это спасибо. Ну и еще раз, уважаемые горожане, дорогие друзья, с новым 2019 годом. И пусть вас в этом году преследует успех, достаток и благополучие. На этом наша программа завершается. Уважаемые телезрители, с Новым годом вас и Рождеством! Спасибо, что вы с нами. Каждый из нас точно знает, что покупать товары проще и дешевле в больших гипермаркетах, чей ассортимент позволяет приобрести не только продукты питания, а также хозяйственные товары и бытовую технику. «Светофор» – один из представителей крупных гипермаркетов нашего города, и его предложения все чаще привлекают покупателей новизной ассортимента. Мы частенько сюда приезжаем, заезжаем. Хороший очень магазин, нам нравится. Всей семьей бывает, с детьми, с внуками приходим. Откуда? Для родственников из Татарии приезжаем, из соседней республики. Спасибо, что товар хороший и доступный. Существующие акции позволяют посетителям покупать товары с ощутимой скидкой. Мне очень нравится этот магазин «Светофор». Мы сюда приходим часто, потому что цены низкие по сравнению с другими магазинами. Выбор лучше намного. Гипермаркет «Светофор» также предлагает порадовать своих деток к Новому году вкусными сладкими подарками. Всего за 199 рублей 90 копеек за килограмм. Гипермаркет «Светофор» предлагает огромный ассортимент по выгодным ценам. Приходите за умными покупками, экономьте вместе с нами. Стиральный порошок «Миф» 5 килограммов 400 граммов 249,90. Подсолнечное масло «Мелодора» 5 литров 339,90. Если театр начинается с вешалки, то знакомство с домом происходит с входной двери. Компания по производству металлических дверей «Булат Двери» – это современные модели высокого качества. Производство дверей – сложный процесс. Комбинированный метод изготовления и сборки позволяет совместить ручной и промышленный труд. Этот способ отличается более высокой эффективностью и точностью подгонки деталей друг к другу и в целом, а это показатель качества. На протяжении многих лет «Булат Двери» изготавливает входные металлические двери. Двери для противопожарной защиты, для режимных объектов, ворота, продукцию технической и банковской укрепленности, а также комплектующие для производства дверей. С чего же начинается производство дверей? И первый этап – это сборка каркаса. Для этого выполняется разметка и нарезка металла с помощью механического оборудования, а также кислородным, лазерным или плазменным методом. Далее производится соединение металлических элементов друг с другом при помощи сварки. Когда основа конструкции двери готова, на ней устанавливаются дополнительные элементы – запирающие механизмы, фурнитура. После сборки дверная заготовка очищается, шлифуется и окрашивается порошковым методом. Прокалка проводится в печи с температурой выше 210 градусов Цельсия. Затем дверь наполняют элементами, которые утепляют ее и выполняют функцию шумоизоляции. Собрав дверное полотно в единое целое, устанавливают замки и дверной глазок, проверяют уплотнители. Дверь упаковывают и отправляют заказчику. Компания «Булат Двери» – быстрое и надежное решение ваших проблем.